В рамках приезда координатора спортивного отдела региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Дарьи Федорович был проведен парафестиваль «Футбол во имя надежды» для учеников 6 и 7 классов городской классической гимназии. В парафестивале также приняли участие именитые спортсмены параспорта Алена Дмитриева и Василий Борисов. Учащиеся разделились на 5 команд. Их ожидала так называемая вертушка, состоящая из 5 станций, на каждой из которых дети знакомились и пробовали свои силы в параспорте. Заслуженный учитель России Юрий Ощепков рассказал о своей авторской разработке адаптированных якутских национальных игр для людей с инвалидностью. Чемпионка мира по волейболу сидя Алена Дмитриева провела мастер-класс для учащихся. Они по-новому смогли открыть для себя привычную игру волейбол. Чемпион по боче Василий Борисов рассказал о тонкостях игры. Гостья из Москвы Дарья Федорович познакомила со спортом для незрячих – голбол. Игроков лишили самого важного – зрения, и ориентировались они только на звук специального мяча с колокольчиком. На 5-й станции дети играли в футбол, но не по стандартным правилам. Игра проходила в паре. Один участник надевал повязку на глаза, второй становился зрячим гидом, задача которого была ориентировать незрячего в ведении мяча и забивания гола. Это так круто, то, что мы собрались здесь, чтобы отметить это мероприятие, и это нам дало пользу, потому что мы узнали новые виды спорта, паралимпиады там, и узнали новых паралимпийских чемпионов. Ну, чтобы понять, как тяжело людям с особыми способностями, встать на место их и, помогать им. Мне понравилось когда вы играли в волейбол сидя. Мне больше понравились национальные игры, особенно игра «Тянуть быка». Мне больше понравилось вид завязанными глазами футбол, не помню, как называется просто. И еще мне понравился волейбол сидячий. В основном на каждом парафестивале у нас стандартные паралимпийские виды спорта. Это волейбол сидя, голбол, боча. Где-то показываем пауэрлифтинг. Конечно, каждый регион, он специализируется на своем виде спорта. Но хочу сказать, что демонстрировать виды спорта могут не спортсмены, которые стали призерами паралимпийских игр, а просто люди, которым это интересно, и это может быть даже обычный учитель физкультуры, который профессионально не занимается данным видом спорта. Парафестиваль всегда дарит участникам незабываемые эмоции и, главное, позволяет по-другому взглянуть на жизнь человека с инвалидностью и реализации его в паралимпийских видах спорта.